Я всегда с удовольствием выступаю, потому что когда именно по такого рода делам, потому что это ощущение государства, понимаете, мы решаем реально судьбу человека. И здесь я не зря задал вопрос, когда мы ставили неоднократно вопрос о том, что мы имеем право прекратить досрочно полномочия депутата, отсутствующего полностью не только на работе, но и в стране, и не изъявившего, так сказать, срока, когда он появится. Но вот почему-то не срабатывает это. Поскольку сейчас я понял, Владимир Владимирович, в Генеральной прокуратуре нету отрицания возможности применить нормы трудового законодательства в отношении депутата Пономарева. В этом зале мы однажды уже применили вообще никакую норму. Мы просто решением палаты досрочно прекратили полномочия депутата Мавроди, исходя из социально-политической обстановки, что он нанес огромный ущерб тысячам и сотен тысяч граждан. Мы никакую норму не употребляли. Наверное, опять Генеральная прокуратура и Конституционный суд должны нас поддержать. Палата вправе принять такое решение о досрочном прекращении полномочий и все. И никаких оснований не давать, потому что это всем понятно, что это речь идет о людях, совершивших преступление. Здесь посмотрите на биографию Пономарева. 25 лет. Он нигде не сидит на одном месте. Он мечется по стране. И он там, где деньги или идеология, информация. Вот. 89-й год. Институт проблем безопасности, развития атомной энергетики. Чего он туда пошел? У него нет высшего образования. Он с трудом получил высшее образование в гуманитарном вузе 2-3 года назад. Потом идет, собственную компанию создает, 91-й год, АОЗТ. 95-й, опять он какой-то директор, компания Руспроф, и какая-то International. Смотрите, постоянно бизнес, иностранный элемент, идеология. Вот в одной сфере человек, чтобы иметь деньги и влиять отрицательно на нашу страну. Опять международная корпорация Шлумбергер. Потом, значит, в ЮКОСе он работает. Потом компания Арава. Потом зам генерального директора IBC снова. Снова должность директора Центра новой политики. Это уже демократия. Главный идеолог проекта правительства Москвы «Гражданская смена». Но вот везде он, на тех ключевых местах, чтобы воздействовать на умы наших граждан. Советник замминистра по информационным технологиям. Все связано с идеологией и с информацией. Первый зам руководителя экспертного комитета Совет по развитию информационного общества при президенте Российской Федерации. Советник президента фонда Сколково пролез в самую современную такую структуру. У коммунистов притесался. 2 года возглавлял информационно-технологический центр ЦК КПРФ. Это зачем его привлекли-то? Непонятно. Аппарат молодежного левого фронта. Понимаете? Партия «Справедливая Россия». В 2 раза депутат. Наконец, в 2012 году инициатор создания гражданского движения Координационный центр протестных сил. В марте 2014-го единственный голосует против присоединения Крыма. Это чудовищно. И с августа живет в США уже 2-й год. И, значит, там, находясь в США, выступает за расширение санкций против нас с вами. Это что такое-то? Депутаты американского конгресса не требуют. Так? За полный запрет нам с вами, российским государственным чиновникам, въезжать на территорию стран Запада. Никто в мире этого не требует. Единственный Пономарев. Это страшно вообще. Полный запрет нам всем вообще покидать территорию России, так сказать. А куда еще лучше? Это хуже Сталина, да? Он закрывает нам занавес на вечные времена. И предложил оказывать военную поддержку Украины. Он предлагает воевать против нашей страны, но не желает, чтобы были прямые поставки из США, а лучше бы этим занялась Восточная Европа. То есть человек за войну против России, за полный запрет нам передвигаться, то есть за разгром нашей страны. Санкции любые. Никто в мире этого не делает. И это страшно. Его дедушка двоюродный, Борис Николаевич Пономарев, был секретарем ЦК КПСС. Заведовал международным отделом. Если это семейственность, то вы понимаете теперь, почему у нас начались провалы в международной политике еще в те далекие времена. Я почему хорошо знаю эту семью, потому что у меня было первое место работы Советский комитет защиты мира.
И вот его дедушка Пономарев, Борис Николаевич, значит, с его помощью меня убрали. Чтобы на ее место пришла племянница Пономарева, двоюродная сестра нашего Илюши. Ей захотелось в Париж ездить. Вот, то есть это же с тех времен еще идет. 40 лет назад они уже занимались нарушением законодательства. Но это не важно, там мои личные воспоминания, но это та же самая семья, понимаете? Это тоже о чем-то говорит, так сказать. Что это наследственное что-то. Как и у Удальцов. Именем его дедушки названа улица. За то, что первую русскую революцию организовал. До сих пор носит его имя. Так, надо внука выпускать из тюрьмы. Чего мы так? Дедушке название улицы, а внука в тюрьму. Нелогично. Мы поддержим, конечно, полностью, значит, вот это постановление. Потому что то, что делает Пономарев, это в чистом виде антигосударственная деятельность, антироссийская, отвратительная деятельность. И вся его биография за 25 лет, он все время бегает по структурам, чтобы хапнуть деньги и чтобы получить каналы влияния на общественное мнение. И в конечном итоге он ушел туда, где все эти знания теперь используют. То есть мы подготовили хорошего сотрудника для американских спецслужб, хорошо знает русский язык, и все, так сказать, структуры наших органов, связанных учреждений с деньгами, с информационными технологиями и так далее. И это все воспитанник партии «Справедливая Россия», которая практически отсутствует на этом заседании. Это вина руководителя партии, который привлек его в эти ряды. Он что, не читал эту биографию? Миронов. Да. Это тоже нужно понимать, что ответственность несет руководитель. Мы никогда в своих рядах ЛДПР такого не потерпим. Мы сами оденем наручники, чтобы сдать его куда надо. Ну и на будущее я предложил процедуру изменить. Не надо сюда приходить нам. Давайте дадим право Генеральной прокуратуры арестовывать без нашего этого решения утром в 5 утра. Пускай воронки идут туда по тем адресам, которые у вас есть. До свидания.